Доброго вечера, субботнего или воскресного дня, друзья. Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно». Мы начинаем нашу программу в уютной гастростудии ресторана «Мусхая», куда мы пришли, как обычно, к Семену Тарбахову. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел Алексей Сидоров, предприниматель, простонародье, как он сам себя и называет, и многие его знают как Алексей Самурай. Алексей, приветствую. Очень приятно познакомиться. Приветствую. В первую очередь, спасибо, что ты согласился прийти к нам в гости. Знаю, что ты не очень сильно по готовке и все прочее, но все-таки традиционный у нас вопрос, который я всегда задаю своим гостям. С чем ты к нам сегодня пришел, что будем делать? Ну, хочу, конечно, очень обрадоваться вашей кухне. Смотрел ваши передачи, мне это очень импонирует. Ну и сегодня мы будем готовить ризотто с креветками. Ага. Посмотрим. Для меня это впервые, но посмотрим, как Семен, это будет. Семен Я думаю, у нас такой специалист рядышком, так что он нам заодно поучиться. Да. Как говорится, новый опыт не помешает. покажет мастер-класс. Итак, второй традиционный вопрос, Алексей, который я не могу не задать. Как бы это ни банально не звучало, расскажи немножко о себе, чьих будете и все такое. Ну, мы это называем условно как я дожил до жизни такой. Понятно. Да. Ну, родился я в Якутске. Ага. Вот. Коренной якутянин. Да, я коренной якутянин и никуда отсюда не собираюсь уезжать. Я люблю Якутию. Вот. Закончил несколько школ. Ключевая информация, никуда не собираюсь уезжать. Так. Да. Закончил несколько школ. К сожалению, у меня мама была, вообще мама была студентом, и в первый класс я пошел в Иркутске. Потом 25-я школа, 9-я и 8-ю я закончил. Вот, поэтому, дальше потом у меня институт Иркутский политехнический с 89 по 94. Вот, и потом, в армии, как получается, у нас были военные сборы, младший офицерский состав. Ну и все, и потом трудовая деятельность. Как-то вы так все подокатано, быстро вы пробежались. Ну, если говорить, где я жил, и вот такие яркие впечатления детства, вспоминаю, я жил на площади Орджоникидзе, там вот этот дом загнутая аптека, сбоку была булочная. 5-я школа, по-моему, да? За 4-м магазином, что ли? И там, я помню, булочная, и все время было для меня так классно, когда мама покупала по 10 копеек, там булочки с помадкой, там вообще. Кафе «Волна», запах, там, да, запах аптеки во дворе, там аптечные которая склады обрушилась были. аптека, да? Да, обрушилась, да, потом в дальнейшем, да. Ну, вообще самый центр получается. Ну да, вот это вот самое-самое мое. Потом заканчивал 8-ю школу, это проспект Ленина. Вот, и мы там центровые парни, тусили, все как положено было, на дискотеки ходили. Потом армия, потом трудовая деятельность. Вот тут давай немножко остановимся, да. Что ты начал делать? Пришел я в предприятие инженером-механиком, поработал. Подожди, как без образования, без ничего? С высшим образованием. С высшим образованием? С высшим образованием, трудовая деятельность. А вообще, конечно, если вспоминать 89-е годы, сами вспомните, бычки в 3-литровой банке в Иркутске продавались, овальные сигареты кругами вот так вот продавались, талоны. Это вообще интересное время было, когда мы стояли перед выбором, да, или одевать нам белые рубашки и выходить на улицу Урицкого и смотрящими там ходить, или же идти вагоны разгружать. Как-то у нас с друзьями сложилось так, что мы решили разгружать вагоны, быть попроще, и работали потихонечку, все как-то потихоньку выживали. Конечно, математику же мы в школе хорошо обучали, и математики, поэтому да, зарплата инженера-механика, умноженная, поделенная на стоимость квартиры, получалось, что 50 лет надо было ее откладывать для того, чтобы купить квартиру. Поэтому экономика не складывалась, и желание пожениться после того, как купишь квартиру, сразу пропало. Да, и у меня был ранний брак, в 19 лет у меня уже родился сын. Вот, в 2014 году мы делали встречу однокурсников 20 лет спустя. Я надеюсь, что в 2024 мы сделаем 30 лет спустя. И вот они мне потом признались в душах и сказали: Алексей, мы на тебя очень злые. Я говорю: почему? Тебя нету. У меня же молодой отец, ребенок, семья у меня здесь в Якутске, я учусь в Иркутске, я, соответственно, постоянно мотаюсь. Вот, меня нету, за неделю до сессии я приезжаю, переписываю лекции, начинается зачетная неделя, экзамен, я быстро все сдаю и уезжаю. И они не понимали на дневном обучении, как так? Летчик на летчик. Как так, да. Они ходят учатся, он пришел, быстренько все переписал, сдал, ушел. Я говорю: ребята, извините, но у меня же ребенок, мне же там надо было и работать, и подрабатывать, и учиться, и все, потому что, дневное обучение забрасывать, уходить на заочное, это потерять немного в знаниях. Вот. Поэтому, скажем, с такого подросткового возраста приходилось как-то крутиться, вертеться, скажем так, и учиться жизни. В жизни учился как все со стариками.
обычно я всегда любил старшее поколение, родители меня научили уважать старших. Перенимать опыт. Да, и, конечно, вот эти вопросы, откуда, почему, как, и тогда вот эти понятия и складывались. Вот. А то, что чем сейчас занимаешься, вот почему вот именно вы такое погоняло, да? Откуда ты? Как началось? Ну, вообще, честно, началось так, что друг меня позвал в гараж устанавливать сигнализацию. Вот. Небезызвестный Сергей Лазицкий, фирма 12 вольт, они работают. Вот. И на определенном этапе, да, на определенном этапе мы работали вместе. Вот, это ни для кого не секрет. Ну и отработав у него, он стал расти, и он уже как бы понимал, что по каким-то причинам мы вместе не можем. И мы как бы отделились, а тогда мы отделились вдвоем с парнем. Ну и в основном автопром, который надежный, который работает, это японский. Вот. Ну, да. Это те машины, которые делают экономику. Если даже мы будем обращать внимание, допустим, на строительно-дорожную технику, на манипуляторы, да, то мы прямо увидим, что эта техника, она прям вообще создана для людей. И за счет этой техники экономика, конечно, у нас мы экономим деньги, проще говоря. Ну, да. Вроде Вот. бы и дороже покупаешь, но служит дольше. Да, да, да. Поэтому, ну и мы вроде бы как устанавливая охранные системы, являемся защитниками автомобилей. Поэтому, ну, защитник для японцев, как воин, такое название было, самурай. Самурай. Да, поэтому мы решили. Это название тоже такое. Да, поэтому мы взяли просто вот такое название и его, скажем, внедрили. И потихонечку, вот 25 лет мы уже... Уже 25 лет компании. Уже 25 лет, да. Ну, это от начала трудовой деятельности, официально зарегистрировались позже в 2001 году. Но Коля Работе говорит, что 3 года назад мы немножко трансформировались. 99% сигнализаций, которые устанавливаются в Якутии, это Starline. Сейчас уже так, да? Ну, вообще, да. То есть большинство, это еще испокон веков, когда там А8, А9 были, это вообще the best. Какой якутянин автомобилист не знает Starline на 9? Это вообще там до сих пор люди, наверное, входят и говорят, поставь Starline на 9, пожалуйста, классно это. Вот, поэтому... Даже когда машину продают? Да, даже когда продают. Да, обязательно пишут. да. Сигнализация Starline. Мало кто знает, все думают, что это китайские сигналки. Но это сигнализация научно-производственного объединения Starline, Санкт-Петербург. Это производство управляет им наш советский человек, лауреат Ленинской премии. Когда-то в советское время, если говорить телевизионщиками, были на СТВ адаптеры, декодеры. Да. Они декодеры тоже выпускали тогда. Даже тогда. Да. Это 35, начало 90-х. Этому производству сейчас 35 лет. Очуметь. 33, да, вот. Может, чуть-чуть ошибаюсь, может, 33. Вот. Но смысл в том, что миссия этого предприятия и миссия наша, то, что помочь якутянам эксплуатировать автомобили, потому что, ну, все-таки сигнализация, она для якутян не только для охраны автомобиля, Да. но и эксплуатационные свойства для того, чтобы машина работала, Температурный запускалась, запуск и все дела. да. Вот, функции комфорта и сервиса. И поэтому наша задача, грубо говоря, поломать автомобиль, когда захочет владелец. Он на кнопочку нажал, все, машина не заводится без брелка. Ага. Вот. И поэтому вот эту задачу, функцию мы постоянно учимся. Мы открыли фирменный установочный центр Starline. Сейчас их 90 по России. Они постоянно То есть открываются. это с каждым такая годом. сеть, да, получается? Да, это российская? сеть, где некие стандарты существуют, более строгие, и где мы прям вот установщики проходят сертификацию, аттестацию ежемесячную постоянно, и где мы контролируем, смотрим и повышаем уровень обслуживания населения. Также вот мы открыли сейчас гарантийный сервисный центр, и мы будем это делать для того, чтобы нам давать надежные системы, для того, чтобы сэкономить средства наших якутян. Вот и все. Все очень просто. 90 центров. Ну и там какие-то ведется свое внутреннее коммерческое соревнование? Ну, да, там есть определенные рейтинги. Мы по итогам прошлого года занимаем 5 место. Ух ты. Там и количество установок, и рейтинги в соцсетях. Все учитывается, и оценки, которые получают специалисты при сдаче авторизации. А кто лидирует, если не секрет? Амурская область. Амурская область. Ну, конечно, у них там Владик и все такое. Ну, да. Вот. Да. Вот, ну, честно сказать, ставим себе сверхзадачи, стараемся. Вот. Ну, мы об этом можем поговорить дальше, потому что есть еще другие инструменты, где мы стараемся и делаем. Если говорить о себе в 2 словах, да, то одни из успешных действий, ладно, я там рано женился, там, все, пошел работать, работаю. В 35 лет я, как все нормальные люди, по выходным, по субботам, по воскресеньям, там, по пятницам иногда сидели там в гаражах, я задумывался. Я услышал фразу, что алкоголь выходит с крови в течение 90 дней. Да, факт. И я стал вспоминать в 35 лет
а когда я 90 дней не употреблял. Ну, я человек общительный, ведущий активный образ жизни. И Много друзей, Да, знакомых, много друзей, знакомых. компаний Ну, разных, что ты да? начинаешь? Давай сядем, выпьем. Или еще Так. как-то там. Да, чего, давай там. И поэтому, как-то задумавшись об этом, я решил на 2 года отказаться от этой затеи. Даже не на 90. Не на 90, а На просто 2. на 2 года. На 2 года. Просто на 2 года и сказать, Вот давай сила я воли. 2 года не попью, а там будет видно что, да? Вот как это вообще прожить вот так. Ну и период возлияния, потом похмельного синдрома там, или еще что-либо, вот так вот просто взял, разделил это время и просто возлияние убрал. А так вот оставил отдых, когда мы просто отдыхаем, лежим, как будто бы с похмелья, и все, и Ну да. смотрим в телевизор, Потерянный день. потерянный день, вокруг тебя бегает семья, там папа отдыхает, все, не трогайте, там дети, все. И тут раз звонок, надо сделать то-то, то-то. И ты раз, хоп, подрываешься, и ты понимаешь, что ты можешь это сделать, ты это делаешь. И где-то ставишь крестик, что ты выполнил эту работу. Ну, то есть в том состоянии, которое бы не сделал бы. Конечно. И Так. вот когда потихонечку за год ты начинаешь понимать то, что упущенное время, которое было бы, если бы ты был бы в другом немножко состоянии, и ты начинаешь собирать плюсы. И потом ты понимаешь, что в принципе без этого жить можно, и даже лучше, и ты более стабильный. Ну, прямо-таки проектный подход получается, да? Ну, Да. анализ как бы, Изучать, да, да, во да. всем был. Но позже, конечно, мы получаем в жизни подтверждение. Подтверждение, когда мы учимся предпринимательству, когда мы занимаемся спортом, очень важно, чтобы, если мы хотим добиться результата, чтобы была стабильность. Систематизация. Систематизация и стабильность. Да. Чтобы был стабильный результат. И анализируя все это, стабильность, вот трезвость – это стабильность. Мгм. То есть все знают, что ты придешь в таком состоянии, что ты не будешь принимать. Статистика показывает, 80% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Ну, Эта статистика сложно никуда не согласиться, денется. да. Да, так есть. получается, и человек, не хотелось бы человека сравнивать с животным, когда он теряет, там, у животного разума больше. Когда человек сам себя доводит до определенного состояния, когда он там любимую девушку обливает кипятком. Ну это вообще непонятно. Вот. И поэтому здесь нужно понимать себя, да, найти ключики к самому себе. Зачем? Вот где вот эта граница? Ну, вообще употребление алкоголя для меня это как ходить по краю крыши. Кто-то может проходить всю жизнь и Да, не по упасть. лезвию, да, но. Да, по лезвию может проходить и не упасть, а кому-то это вредно. И я считаю, для себя я решил, что я просто... 35 лет. В 35 лет И какой я не буду ходить по краю крыши, зачем мне это надо? Я буду шагать вот уверенно, спокойненько, и все. И постепенно, как бы вот, глядя на компании, на друзей, изменилось. Функции мужчины – зарабатывание денег. Да, защита содержать семью семьи. первое. Содержать Да. семью, да, зарабатывание денег, содержать Защищать семью, их, функция. обеспечивать кровом. Да. Если мы задумаемся, зарабатывание денег у нас откуда выходит? Откуда получается? А это у нас коммуникация, это наши друзья. Это наше окружение, которое складывается вокруг нас. И когда мы строим свое окружение, вот это окружение, оно постепенно за счет уважения складывается доверие. А доверие это уже получается у нас бизнес. Мы идем в магазин покупать молоко, мы доверяем этому магазину, что это молоко не И тухлое. производителю, да. Да, производителю, то, что там качество обслуживания, что там все соответствует. Вот. И доверие, это получается основа сделок всех любых. Вот. Поэтому, если мы это все прекрасно понимаем, мы начинаем это действовать. И самое большое богатство, что у меня есть, я считаю, что это мои друзья, мое общение. Ну круто. А какой стаж уже? Не употребление. То есть как бы sober man, да? Ну, в Есть этом такое году движение. мне 50 лет. В этом году мне. То есть 15 лет уже. 15 лет, да. В 2012 году я бросил курить. С курением, к сожалению, у меня затянулось. Да, это все было. Да. Это прямо такие Потому сожаления. что да. это, То есть да, есть потому две что это- вещи, которые я сожалею, да, что поздно бросил пить и еще позднее курить. А, То есть, условно чуть ли не так. Тут да? мне помогает приемное родительство. В 2012 году я стал приемным родителем, прошел школу приемных родителей. Ну, как бы у меня в этом году Мы сыну слишком быстро 31 перескакиваем, но ничего. Так. Да, 31 год как бы сыну старшему, то есть дети выросли, все, решил взять приемного ребенка. Вот, прохожу школу приемных родителей, учусь на родителей и понимаю, что я как родитель-то уровень был не совсем такой Но вот, как в надо. своем субъективном понимании, да. Да, да, то есть Могло бы мы быть лучше, да? воспитываем по образу и подобию. Так, Вот. дети вообще учатся на примере, я так считаю. Да, и трезвость у меня, школа трезвости, то есть я трезвостью занимаюсь профессионально и состою в движении «Трезвая Якутия». Там тоже мне это помогает, и там получается такое понимание, первая рюмка, увиденная в руках родителей ребенком, это программа. Да. Это программа, то, что когда я вырасту, я буду употреблять. И когда мы смотрим на природу, да, там вот. На атомном уровне это привычка закладываемая. С рождением родители нам дают жизнь,
и прописывают наше подсознание своими поступками, своими действиями. То есть нам потом во взрослой жизни кажется, что это мы делаем сами, а по правде мы исполняем... Проецируем их поведение. Абсолютно верно, абсолютно верно. И поэтому вот курение, которое есть, оно очень засело. То есть мы говорим, желаем друг другу здоровья, желаем всего хорошего, а сами берем какую-то И штуку, пьем. да, и начинаем ее там, дым, там, вот это все, даже вот сейчас экономически, если раскладывать, я у ребят спрашиваю, сколько, они говорят, 200 рублей в день, не считая там зажигалок или еще там попутных этих. 200 рублей в день умножаем на 30, это сколько получается? 6 тысяч. да. 72 тысячи в год. 100. 72 тысячи в год – это просто вот наша привычка. А сколько минуса здоровья, а если за 10 лет? Вот. Ну и потом плюс время. То есть все аналитика, все статистика. И все. И поэтому, даже занимаясь предпринимательством и рисуя портрет профессионала, я понимаю, что мне бы желательно работника не курящего. Ну, который не отвлекается. Конечно, потому что, допустим, мы платим деньги, и мы получаем деньги за что? За мыслительный процесс. То есть процесс мышления, процесс анализа. То есть нам нужны чистые мозги. Вот. Ну, я уже про алкоголь вообще как бы не говорю, потому что человек, который обнуляется иногда, он, ну, я понимаю, что ему очень сложно. Есть разные интеллектуальные уровни, конечно, да, есть там, вот, и есть дьявольские умные люди, да, есть белые, черные, поэтому мы здесь не будем говорить. Вот. Но, честно сказать, конечно, как говорил Эйнштейн, дайте мне точку опоры и перевернем весь мир, и для предпринимателя кадры решает очень много, и поэтому здесь Команда, понимание, да, команда, как бы как организация это команду сделать, но именно кадры, которые вот, и поэтому больше всего, опять же, плоды, опять же, мне приемное родительство, то есть те ценности, которые вложены в личность в семье, они и характеризуют, это как фундамент личности, как фундамент дома, да, насколько мы сможем потом на этой личности какой построить дом. Если будет крепкий фундамент, мы 100 этажей построим. Слабенький фундамент будет, ты будешь на 50-м этаже строиться, а у него что-то не прописано, он там наркотическое опьянение, алкогольное опьянение, в баре пошел, парня стукнул, тот умер, раз, фундамент, все, дом обрушился, все заново, все пошло. Вот. Поэтому жизнь сводится к поиску инструментов, вот, и потихонечку этими инструментами нужно, там есть 3 фазы, в моем понимании, да, инструментов сначала иметь, потом научиться владеть, а потом влиять. Да. Например, мы с вами берем гитару. Применять, да. Гитару берем. Так. Вот у нас есть гитара, но она висит на стене. Она же у нас есть, но мы не умеем играть. Тут раз мы на гитаре, 2-я фаза, владеть. Мы этой гитаре научились, играем, классно. Хорошо, вечеринка, мы на этой гитаре сыграли красивой девушке, у нас получился роман. Все, влияем. То есть находим инструмент, имеем его. 2-е это владеем, Да. и 3-е Обучение, влияем. владение, да. Да, то есть получается вот жизнь нас учит, и поэтому этих инструментов очень много. Вот. Вера в Бога, любовь к родине, вот, семейные ценности. И вот это все грамотно, если пользоваться всем этим, то с этого со всего мы берем пользу, энергию, которую мы отдаем обществу, ну и передаем добро, тепло, которое от наших предков передаем будущим поколениям. Как-то так. Вот я думаю, в этом наша миссия. Ну, может, я ошибаюсь, у всех по-разному. Ну, существуют разные мнения, но вот это твое мнение мне очень импонирует. Ну, спасибо. Так, а между тем... Между тем, да. У нас Между тем, все-таки у подумал. нас немножко кулинарная передача. Семен у нас готовит, у нас как в России бывает, да, а 2 обычно смотрят, 1 работает. Ага. Так, что, Семен, у нас происходит? Ну, мы, Расскажи, получается, пожалуйста. готовим ризотто. Он, по сути, кропотливая такая работа. Это надо вот на таком медленном Не то, что огне. языками чесать, так, ладно. Да. Хотел сказать. Добавили туда тимьян, чеснок, немножко белого вина, оно выпарится, так что там не будет Ну, алкоголя. я вот чувствую кисловатый запах. Да, но какой-то. и он Так. выпарится, ничего Да, страшного. хорошо, Также мы хорошо. в конце добавим сыр и пармезан, Хорошо. немного, Пармиджану, риджану. да, и немного сливок. Ага. И чуть в конце мы поджарим наши креветки. Креветки. Да. И получается у нас ризотто с креветками. Да. Хорошо. Да, ну запах вкусный. Как появилась любовь к автомобилям? Ну, вообще мальчики вообще, я считаю, состоят из машинок. Папа у меня был студентом БГФ, мама была студентом медицинского института. Ну и как принято, студенты БГФ уезжают в поле ловить бабочек. Ну и нас 2 брата.
взяли туда, мы как сыновья полка там были, вот. И трудное детство, деревянные игрушки, взяли ящик неженки, вот. И горбыль, когда распиливает, там вот так получается, как машинка, и мы на гвоздике, вот эти колесики, так, и все, и вот этими машинками играли. Ну, честно сказать, к машинам мы всегда относились с детства как к чему-то вот такому. То есть любовь к автомобилям, она была с детства. Хотя у меня папа не автомобилист, у него даже прав не было. Вот, я все время приставал к папе и говорил: папа, там уже в таком взрослом возрасте, отведи меня там к какому-нибудь знакомому в гараж, пусть он меня там научит. Там. Он отвел меня на лодочную станцию, где Саша Венникова, вот, я там Вихрь 30 разбирал, ну это уже там вот учился. И, ну, то есть, конечно, для любовь себя... к механизму, внутренности, это все уже как бы с кровью практически Да, получается, да. И здесь еще как-то вот то, что спасибо родителям, они меня как-то вот настраивали на труд. То есть то, что надо трудиться, вот как-то вот все надо добиваться, и я как-то это с детства. Вот. То есть живя на Кеше Алексеева 13 возле елочки, если все дети играли в песочнице, мне почему-то было неинтересно, я сам не знаю почему. Я пришел на стройку. Пришел на стройку к дяденькам и говорю: дяденьки, давайте я им что-нибудь помогу. Мальчик, иди отсюда, тут нельзя на стройке находиться. Дяденьки, ну давайте я что-нибудь помогу. Ну ладно, иди там ведро принеси, там вот то убери, вот это вот так. И потом в конце этого действия они берут мне и железный рубль вдруг дают с Лениным. Каково детское вот такой, счастье, вот такой рубль. Там просто уровень зашкаливает. Я такой просто прилетел домой. Мама, я рубль заработал. Вот вообще. какая мотивация, да? Да, и все. И вот здесь вот, и я уже начинаю понимать стариков, когда мы спрашиваем. Я обычно у стариков спрашиваю: а во сколько лет вы начинали работать? Они говорят: в 4 года Да, ну, мы время, да? мы приводили, да, скотину на дойку, там еще что-то. Я вот сейчас представляю в наше время, да, 4-летний ребенок идет в поле и приводит корову. Вот какой у него уровень будет нужности, необходимости в семье, то, что он выполняет Полезности, какую-то полезность. ощущение того, что он на своем месте. И вот да? отсюда начинается уверенность в себе, вот эта сила характера. Как Анатолий Тарасов, да, великий тренер, да, говорил: гол забивает не клюшка, гол забивает характер. Вот поэтому вот задача одна из родителей — это вот воспитать характер в будущем личности, в ребенке, вложить вот эти ценности и вот приучить к труду. Спасибо родителям, они меня приучили, и поэтому уже позже в школе у нас был трудовой лагерь в селе Ой, сейчас он называется, раньше Немигюнцы, по Покровскому, да, мы там делали заборы, вот. Тогда я больше всех, Владислав Алексеевич Голованов, он сейчас учитель 33-й школы, тогда вот он у нас был, и тоже вот очень хороший учитель, я его очень люблю, уважаю, и вот он организовал вот это. Я считаю, что это тоже в некой степени сделало меня, потому что там было все справедливо, то есть у каждого было разбито определенные участки, и каждый брал там большой топор, гвозди, лопату, и из заготовок мы уже делали забор, и мы уже в конце сезона как бы мы уже получали там деньги. Вообще, как бы это, я считаю, очень необходимая и очень нужная вещь, часть, к сожалению, то, что мы утратили, то, что сейчас мы перешли на другие методы воспитания, да, и приобретение вот этой некой, скажем, я не знаю, мы с женой спорим, я говорю, это культура труда, она говорит: нет, это не культура труда, но какие-то трудовые навыки, скажем, да, которые приобретаются с детства, и в школе, вот когда мы даже там парты делали, там ремонтировали что-то, подготавливали, какие-то общественно полезные работы производили, это все равно некое приучение к труду. Потому что сейчас, допустим, вот, занимаясь общественной деятельностью, я вижу то, что молодежь, она даже не умеет, ну вообще трудиться не умеет. Они не тунеядцы, они просто не приучены совсем к труду. То есть они, может быть, что-то и сделали, но они просто не умеют. Вот, поэтому, ну, вопросов много, конечно. Не секрет, я не ошибаюсь, ты же состоишь в отцовской, как называется у вас? Совет отцов города. Совет отцов города, да? Да. Вот, тогда не секрет, что мы живем в таком мире, который, ну, в наше особенное время меняется очень стремительно. Как нас воспитывали, да, ну вот мы дети 90-х, скажем так, лет, да, как сейчас воспитание, и воспитываешь ли ты своих детей, и как? Ну, они уже выросли. Конечно, мы воспитываем. Недавно позвонил сын, 26 лет, закончил институт, в Белогорске сейчас, в 54-й бригаде служит, вот в мае должен демобилизоваться. И в предпоследнем разговоре его признание: папа, армия для меня полезна. Вот, то есть вот некое такое воспитание, и мне это очень приятно слышать, потому что
Ну, скажите матери, да, что ваш сын пойдет в армию. Большинство матерей, да ты что Да, он плохого как сделал? так, Да да, как да. так, там, да, там, в армию, да вы что? Но я считаю, что армия, она очень необходима, потому что функция мужчины, мы с этого говорили, это защитник, это добытчик. И вот для того, чтобы защищать, он должен защищать и Родину. Он должен понимать то, что он и вот эта вся иерархия, и вся эта армейская атмосфера, это дружба. Одна из крепких дружб – это армейских дружб. Да, сейчас год, но там они все тяготы и лишения проходят вместе, в команде и лицом к лицу. И вот это их обучает, закаляет, обкатывает, и они становятся мужчинами. То есть вот в плане воспитания, наверное, ну вот такие определенные действия мы потихонечку делаем. Ну, это получается больше примером. Либо есть какие-то специальные у тебя принципы, которые вот это надо, вот так ты должен. Вообще, вот в качестве воспитания, да, если мы говорим дети, я бы, наверное, назвал бы, лучше, наверное, нам надо делать в республике школу родителей. То есть самые большие ошибки, которые совершаются в плане воспитания, это, мне кажется, родителями. То, что немножко не так задается атмосфера и немножко не так, потому что если мы заглянем вообще в семью, да, как вот семья организовывается, как вот это получается, много очень однобоких семей, где или один отец, или одна мама. Ну да, 70% разводов. Да, Отношение к психологам в обществе у нас, ну, недолжное, скажем мягко, да, так. плохое. Почему? Потому что, вот, ну, если говорить автомобильным языком, да, когда у нас поломается машина, умывая автомобиль, целуя, уговаривая, мы его не отремонтируем. Пиная по колесам и Пиная открывая по капот. колесам, Посмотри, открывая вот. капот, мы его не отремонтируем. Так. Нам надо его вести в сервис к Мастеру. специалистам. Да. Специалист человеческих отношений – это кто? Психолог. Психолог. Вот это тот человек, который, анализируя жизнь, деятельность людей, дает определенные рекомендации, советы, создается атмосфера любви, чтобы не было разводов, чтобы два человека поняли, что и оттуда уже набирается уже и ребенок, и понимание, Зачем они живут это, и куда они идут. как они Да. идут, да, как это, потому что когда однобокая семья, какая-то злость на одного родителя, которой нету, в этой злости растет ребенок, здесь гармонии нет. Как нас учили, личность формируется на положительном образе отца и матери. Да. Если какого-то Пример. образа нету, да, то здесь уже начинает. Поэтому все идет из семьи, из этих ценностей, и это основная часть. То, что мы говорили в начале нашего разговора, что личность это такой мощный фундамент в семье должен быть, на котором строится, базируется личность, где будет и этика прописана, и все. Самый простой пример. Молодежи нужны деньги. Нам нужны деньги. Ну, кому нужны? Да, Всем да. нужны. И все. Что мы будем поступать? Что мы будем делать? Если человек не этичен, если человек ни во что не верит, он говорит, так можно занятие не вернуть, можно отобрать, можно еще украсть. Все. Деньги же надо. Можно еще там много разных путей. Ну да. А если у человека заложена этика, он сразу скажет, надо идти работать. Вот и все. Вот и здесь мы получаем, что разные пути развития людей. Мы говорим то, что жалуемся иной раз на судьбу, да, но мы должны следить за мыслями, которые а мысли рождаются на базе ценностей, которые есть у личности. Вот и все. Все просто. Ну, казалось бы, просто все. На словах, да. Ну, А на деле получается иногда. да, на по-разному. все волю Божья, потому что для нас, допустим, один мама, один папа, 3 детей, вроде бы все одинаковое, они дети абсолютно разные. Дети розданы сами по себе. Да, они как бы получаются разные, у них разный темперамент, там еще что-либо, и вот поэтому нам нужен психолог для того, чтобы это все разложить и как-то сделать. Как-то затронул вопрос венчания, и батюшка, меня просвещая, говорит, молодой человек, вы знаете, что такое вообще венчание? Я такой, ну, расскажите мне, так было интересно. Это некий обет, который на себя накладываешь, по-моему, да? По вере, получается, мы ходим исповедоваться, и у каждого есть духовный отец. И когда молодой человек, приходя к своему отцу, и девушка, с которой он хочет встретиться, тоже к своему отцу ходит, эти два отца должны связаться и обсудить, насколько они подходят друг другу. Даже так? И после того, как они обсудят, потому что они берут ответственность перед Всевышним, то, что они будут заключать этот брак. И если они подходят, то они это берут и делают. И тогда, получается, молодые... Мы же не знаем, 19-20 лет. Какие у нас интересы будут в 40 лет, в 50? Насколько мы должны друг другу уступать, чтобы вот просто вместе быть и жить. Вот, поэтому здесь некая вот такая мудрость, она сверху идет, и поэтому как-то организовываться. Поэтому я считаю, что должны быть школы родителей. Мы должны понимать, как нам брак
как организовать Да, семью. это что-то такое, да. Да, как вот правильно дружить, как заводить детей, как к ним относиться. И как самое вот главное это дать им понять, что брак это тяжелый и упорный труд. Конечно, Да, это конечно, очень- безусловно все это. И поэтому, у нас век технологий, кто-то может сам читает, но пройдя школу приемных родителей, я понял, что это нам, достаточно необходимо, потому что мы забываем иногда свои основные функции, потому что в основном родители считают, что они должны обеспечить детей. Мы Да. работаем, мы постоянно на работе, тем Все более ради детей, у мужчины. нас всегда так считается, да. Да, ради детей мы все вот это обеспечиваем, а потом дети вырастают и говорят, ну что там, внуки, они говорят, а зачем нам дети? Вот, а я говорю им, а если бы так родители думали, то у вас бы, наверное, тоже не было. То есть вот здесь мы теряем некую вот такую связь и ниточку. Дедушка у меня был 13-го года, папа 46-го, я 72-го. Методы воспитания в 13-м году, в 46-м году, в 72-м году. То есть вот, а Конечно, сейчас у нас очень сильно. время очень быстро бежит, моментально. То есть время настолько сжалось, то есть за 1,5-2 года проходит, если по старым временам смотреть, по это развитию, да, десятки лет, там все, и поэтому здесь мы более четко должны прям себя составлять, времени действительно очень мало, мы очень много можем сделать и многое понять и изменить, вот, потому что, глядя на Японию, как они там улицы моют, их отношения, то есть, даже вот на другие наши вот республики постсоветского пространства, Татарстан. Я люблю вот на опыте вот смотреть, обращать внимание на какие-то вещи и понимать, что счастье и материальные блага, они в первую очередь у нас в головах. То есть мы сами должны создать некую такую атмосферу понимания, осознания и действия, созреть, так сказать. А потом уже вокруг все это будет появляться. Ну, круто. Так, Интересно. Очень интересно, да. Можно слушать и слушать, да. Ты такой хороший гость рассказываешь. Мы И начинали практически со сигналок, закончили батюшкой. батюшка и семейное воспитание, Да. да. Видно, что человек разносторонний и все Так, правильно излагает, как я считаю. А тем временем, спасибо. Семен, да, я уже приступаю Тут уже к готовке, дожарка. пошла. Так, готовке наших чесночок. креветок. ага, травку, траву, Как говорится, немножко тимьян, подпалим подпалим. Какие запахи. и вливаем сразу. Жаль, что по камере они не передаются. Да, жаль, Да? что здесь- Так. Наверное, скоро придумают, да? Имитация запахов по телевизору, там, через экран. Возможно, да. Сейчас же есть уже кинотеатры уже. 4D, 5D, 6D, 7D. Всё можно, да. Про технологии. Кстати, вот насколько сигналки сейчас поменялись? Вот как По начали сравнению- 25 лет назад. И сейчас. Они очень сильно поменялись, потому что, даже я не стал бы так сильно далеко уходить, да. Ага. Вообще, первые сигналки, когда приходили клиенты и говорили, а как нам поставить заведенную машину на охране? А мы говорили, а производитель этого не предусмотрел. То есть тот, кто изготавливал сигналки, они в принципе не понимали, что заведенная машина должна ставиться на охрану. Собственно, зачем? Да, собственно, зачем? Климатические условия другие. То есть, да, Да, получается. и поэтому, скажем, дистанционный запуск на 10-15 минут, первые, допустим, сигналки были. Также они были без двусторонней связи, это был просто брелок, Который дает сигнал связь. туда. Да, который дает сигнал, который работает на примитивной частоте, который как бы вскрывается элементарным код-грабером. Да. Все. И первые ЖК... Просканировать все это Да, частоты, первые всё. сигналки там появлялись, Альфа-Бумеранг 2000, вот такая сигналка с антенкой была. Да. Там такой блок был, и там красная кнопка, это reset, когда там мозги запутаются, на кнопку нажимаешь, и сигналка обнулялась, то есть там программное обеспечение. Вот. Потом появилась А8, $135, как сейчас помню, на закупе. Вот. А8 это прародитель А9 знаменитый, но она работала 40 минут. Мы делали специальный зимний вариант, по-своему там обходы делали, чтобы она работала неограниченно. Вот за дополнительные деньги небольшие. Но потом появилась А9. А9 это был настолько the best вообще, то есть это прям... Но, к сожалению, наши производители руководствовались маркетинговой политикой Nokia и в один день взяли и закрыли продажи Starline 9. И сказали, вот вам B91, там другие марки, условно говоря, и вы продавайте их, и будете все. Что привело меня, конечно, в возмущение, как-то посещая завод, я там прям
самураи запомнили, в Питере, с Якутии, вообще там. Потом в следующий раз, когда я стал приезжать, все говорили, это вон там, вон идет. Самурай. Да. Почему? Потому что, ну, представим себе картину, мы приходим за хлебом. Так. В магазин хлебный и покупаем всегда белый хлеб. Он нам нравится, все хорошо. И дальше производитель берет и ставит черный и говорит, все, будете кушать. Белый хлеб, оказывается, был не совсем удачный, будете кушать черный. То есть, Или вообще без объяснения причин. да, без объяснения причин просто поставили черный и все. Но что для нас, как для предпринимателей, это дало? Это дало всплеск подделок китайских. Мы не можем китайские, мы же как бы представители завода, мы не можем китайские сигналки ставить. А здесь, получается, воля народа, мы хотим эти сигналки, и здесь контрафакт, который невозможно отконтролировать, конечно, у нас произошло падение производства. Вот, в разы, и объемы упали, все, и мы несколько лет, я скажу, мы Пандора, потеряли... по-моему, догоняла. Пандора появилась Ну, намного позже, и она зашла, но есть белые силы, есть темные, но Пандора агрессивностью своей, вот кроме Пандор сигналки лучше нет. Вот у них такая вот маркетинговая политика, вот прям Пандора и все. Вот лучше всех она все делает. Но, к сожалению, для Якутии Пандора. Мы покупаем машину не на год, не на два. 3-5 лет. Да, То есть статистика в основном, такова. да, статистика В основном- такова, в основном да. так. Сейчас Пандора только стала давать гарантию 3 года. Раньше она давала гарантию год, и у нее плохое гарантийное обслуживание. То есть брелки, там, хоть они и заменяли брелки, вот, это не экономило по карману. И вот партнерские отношения очень сложно было выстроить. То есть несколько раз я пробовал тоже заниматься Пандорой, смотреть. И вот думал, что рыночные отношения, что мы как-то все-таки для людей должны держать ассортимент. Но очень сложно выстроить было. И поэтому сейчас у нас есть ребята, здесь они ставят Пандору. Сейчас она в тяжелом состоянии. Почему? Потому что сейчас дефицит полупроводников. И где-то как-то это все зависит от того, что как закупить, как сделать. Ну и некоторых позиций основных ходовых нету. В связи с этим вопрос. Вот в нынешних реалиях, когда вот Россия находится в таких, ну, экономических, жестких таких санкциях, да, когда вот с электроникой сейчас могут быть перебои, что-нибудь может... Ну, как-то на Какое- встрече Сколково с друзьями Какой прогноз? встретился с производителем, который, производство, которое обеспечивает ВПК. Они говорят, мы стали доставать старые электронные схемы, очищать их, вот, по которой работали. То есть микропроцессоры, вот эти все вещи, они же все шли вперед. И сейчас пошло импортозамещение, то есть какие-то вещи мы чуть-чуть назад откатываемся, достаем и что-то замещаем, что-то делаем. Очень сложно что-либо сказать, потому что ситуация каждым днем меняется, и потом, наблюдая по телевизору, да, это же санкции, примененные к нам, но они бьют по ним. Долю рынка Россия все-таки в мире занимает. Да, экономика у них падает. То есть это тоже все взаимосвязано. Поэтому какие-то вещи есть, каких-то вещей нету. Но для нас, как для якутян, более заметные санкции, я считаю, так как мы охотники, рыбаки, водомоторная техника, тракторная техника с Японии полностью запрет Особенно вывоза. севера, да, которые возросла. Запрет на вывоз этой техники, закрытие сети Ямаха, там еще вот этих вот. Ну, для нас, мне кажется, тем более то, что для нас это не, скажем так, развлечение и хобби, да, для многих это просто На севере средство, это жизнь, да. И для, вот, мне кажется, вот эти санкции вот здесь, в этом сегменте очень сильно, ну, быстро заменить мы так их не сможем. По электронике еще мы как-то проживем, у нас есть запасы, потому что наша фирма Starline, допустим, она закупает на целый год оборудование, вот, ну, закуп так, и то, что было до спецоперации, да, комплектующие они закупили, оно как бы есть. И, то есть мы еще как бы этот год, скажем так, протянем. Что будет дальше, мы не знаем, вот, если честно говорить. Но по водомоторной технике, конечно, я считаю, что, ну, несомненно, это даст толчок импортозамещению, развитию, то, чтобы мы всегда, жизнь нас научила всегда минусы использовать в плюсы. Мы в России всегда же так живем. Да, значит, мы знаем, что когда какие-то двери открываются, обязательно открываются другие. Да. Поэтому я, честно смотрю на Якутию как на огромный потенциал. Я считаю, что здесь нужно просто создавать какие-то определенные условия и уже в этих условиях развивать и делать. В советское время здесь выращивали все. Да, все это было. Просто, ну, говорим о том, что было, ну, по-другому было отношение ко всему этому. И как я традиционно говорю, а между тем, Я добавил сыр, сливки. Так. Ризотто.
Да, ризотто, если что, не удивляйтесь, оно должно быть чуть-чуть таким сыроватым. Сыровато. Да. Сыроватым, альденте, да? Да. Потому что Я- некоторые я не люблю знают это- я и люблю пробуют это и слово. думают, что это просто рис. Но нет, он должен быть альденте. Арборью. Я вот думаю, Добавляем да, сливки, сыр пармезан. Ага. Тимьян мы веточку вытащили. И вот у нас вот такая вот консистенция. За 2 года существования вашей передачи вы, наверное, могли бы накормить там, наверное, вообще какую-нибудь школу большую, да, там, сколько изготовили вы здесь уже? Ну, возможно. Тем самым у нас все готово. Между тем готово, да? Да, что, мы сервируем? У нас Да, уже сервируем. практически... Ну, все легко и просто в руках профессионала. Профессионала, Все, да, поэтапно все расписано. А что пока делаем, Семен, заготовки, да. пока Семен нам сервирует, Леш, вопрос, который должен, по идее, Семен задавать, но задам в Да. этот раз всего завершения. А что ты любишь больше всего кушать? Вот. Вообще Это я традиционный не вопрос. притязателен к еде, да, но, честно сказать, конечно, все свежее. Вот свежее мясо, свежая рыбка, вот ничто не... Вот, хитрый. Да, оно все... А кто не любит, да, скажи? Не, ну просто вы спросили, что, да. Поэтому, как говорил Воланд, мастер и Маргарита, рыба на одной свежести. Вот. Ну, каких-то изысканных блюд отдельно я никогда. Это все зависит от настроения, от состояния души. Как говорят, то, что вот организму необходимо, что хочется, то и с удовольствием едим и всё. Хорошо. Про предпринимательство. Много учился? Я постоянно учусь, этот процесс никогда не заканчивается. Мне очень повезло. У нас была первая практическая бизнес-конференция в Артадайду. И я попал в круг предпринимателей. До этого я как будто бы слепой котенок и искал что-то в темной комнате. То есть это все по наитию. Методом тыка, да? Да, а здесь я попадаю в среду акул, которые, пользуясь технологиями, все прописано, везде есть технологии. Ну И да. ты смотришь на это, ты начинаешь понимать, ты начинаешь принимать, ты анализируешь и постепенно поднимаешь уровень. То есть насколько ты способен воспринять ту информацию. И самое главное, как мы говорили, инструмент иметь, владеть и влиять. И Да. уметь использовать, да. Да, то есть вот владеть этой информацией, правильно ее применять и уже влиять, уже изменять. Даже скажу то, что воспитание детей, оно помогло, даже помогает мне до сих пор в общении с коллективом. То есть коллектив, я скажу больше, его надо выращивать. То есть идеальных людей нету. Мы также ставим цели и задачи на год. Я поднимаю по уровню как бы работников, забочусь об их благосостоянии. То есть вот понимание того, что мы вот за год должны там то-то, то-то, то-то сделать. И поднимая каждого работника, мы поднимаем предприятие в целом. Конечно, это может быть чем-то социализмом каким-то отдает, да? Вот. Попахивает. Но счастливый работник, он по-другому работает. Это счастливый да. человек. На Да. следующий день с удовольствием на работу хотя бы прийти. Да, и, к сожалению, конечно, вот хотелось бы сказать о мужской доле, да, мужская доля, это надо зарабатывать. Я встретил как-то китайца. Китаец, который, ну, пандемия началась, и мы завели разговор о профессионалах. И он мне объясняет, говорит: Алексей, уровень заработка профессионала в мире $1500. Средний, То есть, да, вот, если ты хочешь собрать команду профессионалов, ты должен примерно рассчитывать на это. Сколько расчет бизнеса в том плане, то, чтобы люди у тебя при определенной выработке получали вот примерно вот такие средства. И мне это, я скажу, помогло в том плане, то, что, ой, какая красота. Поэтому, когда мы говорим, что в семье должно быть 5 детей, мы должны понимать, что нам надо организовывать предприятие так, чтобы наши подчиненные зарабатывали денег. И очень хороший пример, например, когда руководитель дает какую-то должность, на это место он поставит своего сына или дочку, чтобы они получали 30 или 50 тысяч в месяц. Вот как они будут раскладывать свой бюджет? 60, 80 тысяч. Как можно получать такие деньги? Это очень интересно, мне кажется. Моменты, да? Ну Вау. что, друзья, предлагаю попробовать. Приятного аппетита нам. Да. Пробуем. Это шедевр какой-то, произведение искусства, даже вот прям портить неохота. Ой. Красота. Что скажешь, Алексей? Обалденно. Но я думаю, то, что в Ютубе на повторе можно же посмотреть. Я вот в разговоре и пропустил. Да, Как может быть, приготовление, да, вот передача выйдет в повтор. эфир, потом обязательно ее интернет выложит. Можно ее там будет посмотреть. Ну что, подытаживая, Алексей, спасибо тебе большое, что ты согласился быть гостем нашей передачи. Хочу пожелать тебе больших успехов. Я смотрю, ты очень сильно, мы еще и с тобой до передачи познакомились, общались.
очень разносторонний, да. Редко бывает, что, ну, скажем так, человек ты как бы и не молодой, но и не старый, да. Так много направлений, и общественная нагрузка у тебя, и предпринимательство, и свои взгляды такие уже устоявшиеся на жизнь, да, которые, ну, может человек об этом говорить открыто и очень уверенно. Это всегда подкупает. Здорово. Успехов тебе. Ну и хочу традиционно пожелание нашим телезрителям. И, может, о нашей передаче, может быть, что скажешь? Ну, Может быть. Я пожелаю, наверное, всем развития. Потому что я считаю, что человек, вот развиваясь, мы достигаем, мы становимся счастливым. Мы говорим о счастье, да, но мы ничего для этого не делаем. Вот для того, чтобы быть счастливым, надо постоянно учиться, развиваться, не стоять на месте, анализировать, учиться у лучших красавчиков мира, я бы так сказал, собирать самое лучшее, все это анализировать и выдавать продукт. Любить свою родину, уважать друг друга, ближнего. Все, просто даже на дороге, если едете, видите, кто-то задом сдает, понимаете, что у него сзади нет глаз, и он не видит, и вам проще остановиться и выпустить его, потому что в следующий раз вы будете в такой же ситуации. Вот. Поэтому, ну, любить друг друга, и все. Так что спасибо вам за вашу передачу, прекрасная передача. Алексей Сидоров, предприниматель Алексей Самурай, Семен Тарбахов, Петр Цыпандин. Мы на этом потихоньку, ребята, с вами прощаемся. Очень жаль, что короткая передача, потому что мы даже про автогонки вообще Да ничего вообще не ничего сказали. не Вообще рассказали, ни да. слова. Момент, пользуясь случаем, еще можешь прийти. В следующий раз гости же когда-нибудь закончатся, мы можем еще Ну, пригласить тебя. И... буду очень рад. Да. Да, я... Все, может, ребята, очень подготовлюсь. на этом потихоньку заканчиваем. Будьте здоровы, мирного неба над головой, а мы продолжаем.